Яркий ученый, юрист, достигший немалых успехов в государственной и общественной деятельности. Тарас Миронович Шамба внес неоценимый вклад в объединение народов Абаза по всему миру. Для увековечения его памяти в центре Сухума был открыт памятник. В церемонии открытия приняли участие президент Аслан Бжания и председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Игзеков. Тарас Миронович внес неоценимый вклад в объединение народа Абаза по всему миру. 25 лет он возглавлял Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, меняя к лучшему жизнь своих соотечественников. Он был человеком широчайшей души, а его мудрость позволяла находить ответы на самые сложные вопросы. Тарас Шамба всю жизнь посвятил служению своему народу. Был человеком широкой души с обостренным чувством справедливости, настоящим патриотом. Тарас Миронович был очень теплым и открытым, всегда готовым прийти на помощь нуждающимся. Человек, который всю жизнь неразрывно был связан с Абхазией, и учитывая его, когда он был еще в совсем молодом возрасте, растущую популярность, тогдашние власти в Грузии попытались от него избавиться всеми силами, и возникла такая ситуация, что он был вынужден уехать в Москву. И когда он уехал в Москву, с облегчением вздохнули, те, кто пытались это сделать, и он, приехал в Москву, попадает в Академию общественных наук, она там тогда так называлась. Да? И с большим юмором был Тарас Миронович, и ректор университета, когда принял его, посмотрел его документы и задает ему вопрос. Тарас Миронович, вы уже, говорит, 2 высших образования вы имеете, говорит. Государство вложило в вас много денег, говорит. Когда же вы начнете отдавать, вы уже, 3-й раз, будете получать 3-е высшее образование. Тарас Миронович ответил, мы, абхазы, живем 120 лет, я еще успею, говорит, все вернуть, и так далее. Ну, и вот грузины тогда ошиблись, конечно, по большому счету, потому что то, от чего они пытались избавиться, получилось еще хуже, поскольку Тарас Миронович спустя какое-то время стал секретарем партийного комитета, и это дало ему возможность и его качество общения с людьми, умение общения с людьми, дало ему возможность узнать весь бывший Советский Союз. Вот не было такой точки в Советском Союзе, куда Тарас Миронович мог позвонить просто и решить любой вопрос. Тарас Шамба внес большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии. Он автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности. Шамба принимал активное участие в разработке современной Конституции Республики Абхазия, имеет звание заслуженного юриста и почетного адвоката России. Молодой Тарас Миронович, он старше меня. Люди, которые его окружали, его близкие друзья, Мерин, Абха, Алекс Ангулия, Валерий Хиндба, Олег Вгашба. Вот это были какие-то люди новой формации. Они были заряжены доброй энергией, жаждой к познанию, любовью к своей родине. И вот они меня лично и моих сверстников научили читать книги. Они привили нам любовь к истории страны. Они, собственно, я впервые узнал от них, что такое Апсвара, как был этот создан кодекс, для чего и как его нужно соблюдать. Автор памятника Тарасу Шамба, скульптор, педагог Сухумского художественного училища Аврора Юрина, рассказала, что браться за эту работу было очень волнительно и ответственно. Это был долгий труд, достаточно сложный. Потому как это первая такая работа, очень серьезная, ответственная, и переживание это стоило огромных. Огромную благодарность хочу выразить за доверие и оказанную честь. И всем вам, народу республики, хочу пожелать то самое, чем занимался Тарас Миронович. Суверенности, такой самостоятельности, благополучия и процветания. Секретарь Совета безопасности Абхазии, родной брат Тараса Шамба, Сергей Шамба, поблагодарил всех причастных к увековечению памяти его брата. Он отметил, что для Тараса Шамба служение народу Абхазии было делом всей жизни. Все его действия были посвящены тому, чтобы народ наш утвердился, самоутвердился
к тому, чтобы доказать всему миру, что мы достойны своих предков и не просто так добиваемся независимости. Это не просто самоцель наша, это выстраданная история всей наша судьба. Потому что всегда, когда мы были не свободны, все проблемы нашего народа проистекали именно в это время. Он сделал все, что мог. И сегодня по достоинству оценили его вклад патриотический в становление нашего государства. Я со своей стороны хочу поблагодарить руководство страны, президента Абхазии Аслана Георгиевича Жани. Я хочу поблагодарить председателя комиссии по увековечению памяти Тараса Шамба. Это Гунба Бадра Зурабович. Мусуха Балича Экзекова хочу поблагодарить. Большой вклад в создание этого памятника своими советами дали мне Геннадий Аламе, Виталий Джения. Я хочу особо отметить талант, который вложила в эту работу Аврора Юлина, брат наш осетинский Нодар Кабулов, который летейщик, который отливал эту форму. Его хочу поблагодарить. Я благодарю всех присутствующих за то, что память о нем так бережно хранится в нашей стране, среди нашего народа. В архиве абхазского телевидения есть немало передач и интервью на разные темы с участием Тараса Мироновича Шамба. В одном из них он говорит, что свою жизнь он старался прожить так, чтобы никому не было стыдно за него. Знаете, я честно вам скажу, у меня всю жизнь только было, ну так скажем, желание, чтобы не сделать такого, чтобы за меня было стыдно моим близким. И я старался и жить, и работать, и общаться так, чтобы за меня никому не было стыдно. И самое главное, чтобы я хотел, чтобы я никому ничего не был должен. Память о великом сыне абхазского народа навсегда останется в истории нашей страны. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.